Друзья мои, я хочу прочесть вам сегодня прекрасный псалом, чтобы вы поразмышляли и заняли позицию. Это псалом 142, стих 2. В нем псалмопевец, царь Давид, обратился к Богу с просьбой. Порой мы считаем себя правыми. «Бог, одумайся, я докажу, что Господь ошибается. Нет, пожалуйста, не делайте этого». Муравей никогда не должен говорить такого человеку, поскольку человек разумен, а муравей нет, он следует инстинкту. Брат мой, Бог знает обо всем, Он наделил нас разумом. Но Он превыше нашего разума, и Он чист. Царь Давид сказал так: «И не входи в суд с рабом твоим». Не просите его войти, напротив, Бог, помилуй меня. И что еще? Потому что не оправдается пред тобой ни один из живущих. Он чист, как я могу спорить с Богом? Если вы сделали это, попросите прощения прямо сейчас, а когда вы почувствуете радость, Бог, благодарю, и вы снова будете ходить с Ним, поскольку это путь. Вы не будете повержены, побеждены ни в коем случае. Посмотрите на благословленного человека, и я вернусь помолиться с вами. У меня были повреждены Уже связки. как долго? Больше года. Нужно было делать операцию. Докуда вы поднимали эту руку? До сюда. Только так? Да. А теперь, сестра. Благодарю, любимый Иисус. Смотрите, как прекрасно, друзья. Слава Богу. Благодарю, Иисус. Теперь я хочу помолиться. Бог, не допусти, чтобы этот человек забылся и сказал: «В моем случае ты не прав». Нет, Бог, вступи в действие ради меня. Убери все ошибки, которые есть во мне, позволь мне следовать верным путем. Отец, я сейчас благословляю этого человека. Во имя Иисуса я благословляю вас и говорю: зло, уйди из этой жизни во имя Иисуса Христа. Благодарю, Отец. Аминь.